Тишина и бурные овации. Знаменитую спортсменку провожают со спортивного Олимпа. Золотой заплыв стал яркой точкой, ознаменовавшей конец одной из самых запоминающихся глав спортивной истории. Достигнув потрясающих результатов, Анастасия Диадорова решила завершить профессиональную карьеру. Сила ее духа, упорства и трудолюбия заставили тысячи людей с замиранием следить за каждым ее соревнованием на протяжении 20 лет. Маленькая Настя лишилась конечностей в 3-летнем возрасте. Это случилось, когда девочка вместе с сестрой играли на улице с котятами, один из которых полез под электростанцию. Спустя годы Анастасия отмечала, ей повезло, что трагедия произошла в детстве. В 5 лет мама Анастасии отвела ее на плавание. В 13 лет Настя завоевала серебряную медаль на соревнованиях «Открытая вода», где ей заинтересовался тренер из паралимпийской сборной России. Уже в 2006 году она взяла бронзовую медаль на чемпионате мира по плаванию в ЮАР. У Насти очень огромная трудоспособность, трудолюбие и терпение. То есть Настя всегда в любом состоянии ходила на старт на соревнованиях и плыла. Если у нее был какой-то отказ, то это действительно была какая-то критическая ситуация, то есть ей действительно было плохо. Вообще она очень отзывчивый, добрый человек, и в команде ее всегда очень любили и уважали. Цель каждого спортсмена – олимпийский пьедестал почета. Двигаться к заветной мечте Анастасия начала с 2004 года, когда предоставился шанс выступить на Паралимпиаде в Афинах. Тогда ей не удалось взять заветную медаль, но уже в 2008 году Анастасия стала серебряным призером Паралимпийских игр в Пекине. А уже в следующем году она заняла 1-е место на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро. Анастасия, несмотря на недуг, училась в обычной школе. Как отмечала девушка, в 1 классе она не писала на уроках, а только слушала. Все письменные задания маленькая Настя делала дома, а контрольные работы писала наедине с учительницей. После окончания школы девушка поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, который закончила в 2012 году, получив специальность «Специалист по адаптивной физической культуре». Уже в 2015 году окончила магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы по специальности спортивный менеджмент. Я очень хочу, чтобы Настин пример послужил всем детям заняться спортом, несмотря ни на что, невзирая ни на какие трудности, чтобы они занимались своим любимым делом. И я думаю, что Настя послужит примером, потому что она все сама делает, и в школе училась в обычной, институт закончила обычный, и никаких поблажек со стороны по поводу инвалидности у нее не возникало. Все трудности, а также взлеты и падения покажут в фильме, посвященном знаменитой спортсменке, который готовит Сандал Байшев. Как отмечал режиссер, идея снять фильм о Насте появилась в 2019 году. Получив субсидию от Министерства культуры России в 2022 году, Сандал Байшев вместе со своей командой приступил к съемкам. Роль тренера Анастасии досталась российской актрисе Татьяне Арнгольц. Сценарий отослали моему агенту, он прислал мне, я почитала, была потрясена этой историей, потому что я не знала к своему стыду ничего о Насте Диадоровой. После назначили встречу, я сказала сразу, что, конечно, я бы хотела принять в этом участие. Это удивительная история. Мы встретились с режиссером, с продюсерами в Москве. Они как раз приехали туда для съемок экстерьера. И на этой встрече я сказала, да, конечно, я с огромным удовольствием буду работать. И меня удивило, что они были очень удивлены. Но мне кажется, это то кино, которого сейчас очень мало в нашей стране. И мне кажется, это очень нужное и важное кино. Команда во главе с режиссером фильма Сандалом Байшевым завершила съемки. Теперь предстоит стадия монтажа и выпуск в широкий прокат. Фильм должен выйти в следующем году.
Еще одно наследие, которое будет напоминать о красочной карьере Анастасии – соревнования «Северная волна» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, на которых выступило более 50 спортсменов из 4 регионов России – Республики Саха-Якутия, Самарской области, Хабаровского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Из команды Якутска дети, 3 участника приняли у нас и плавали, и они как бы завоевывали медаль. Один ребенок и вчера завоевывал 3 место, 2 медальки. Сегодня он же на 50 метров вольный стиль участвовал и завоевывал бронзовый медаль. У нас мальчик из города Якутска, он 100 метров баттерфляй, занял первое место. Спортсмены оспаривали 36 комплектов наград в 5 дисциплинах: баттерфляй, вольный стиль, плавание на спине на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Для объективного судейства было приглашено более 40 квалифицированных судей. Очень радостно, что пришли дети, пришли родители, пришли наши знакомые, друзья для того, чтобы посмотреть, поболеть и вообще понять, что такое паралимпийское плавание. Награждение прошло отлично. Я очень рада, что организация прошла на очень высоком уровне, потому что все тренеры, все специалисты подходили и говорили: ой, какие у вас классные соревнования, как у вас хорошо, какие все гостеприимные, радостные. Их поражает то, что каждый ребенок, который проходит, он здоровается и на улице, и где-то при входе в здание, в магазин. Это очень было приятно, и я горжусь тем, что у нас такие хорошие, воспитанные дети, и организация действительно была на высоком уровне. Завершились соревнования со следующими итогами. Валерия Васильева из Самарской области завоевала 2 золотые медали. На дистанции 100 метров на спине с результатом 1 минута 52 секунды и на дистанции 200 метров вольным стилем 3 минуты 9 секунд. В дисциплине 50 метров на спине в категории девушки представительница Якутии Арлета Михайлова показала отличный результат – 54 секунды. Это очень радостная новость, какое-то такие соревнования, что это у нас проходят именно такие масштабные. Ну, это все равно всероссийский турнир, как бы. И вот это все равно внесено в ЕКП. И мы хотим в дальнейшем, чтобы еще много детей участвовало, и хотим всех нозологий хватить. Это спорт слепые, спорт глухие и спорт длины пода. Вот 4 нозологии. Тогда у нас в следующем году будет еще веселее. За свою 20-летнюю карьеру Анастасия Диадорова завоевала множество наград различного достоинства. Удостоилась звания заслуженного мастера спорта России, медали за заслуги перед Отечеством 2-й степени и ордена «Полярная звезда» высшего звания Республики Саха-Якутия. Мы рады, что сегодня многие юные спортсмены, юные паралимпийцы, юные спортсмены адаптивного вида спорта будут смотреть на нее и гордиться, что она сделала очень многое своим трудом, своим стремлением и является одним из примеров для молодежи и вообще не молодежи, а жителей Республики Саха-Якутия. Мы благодарим Анастасию и благодарим маму Людмилу Николаевну. Мы благодарим тренеров, которые работали и вложили очень много для того, чтобы наша Настя стала чемпионкой, наша Настя, чтобы стала звездой паралимпийского спорта. Анастасия Диадорова написала красивую историю в книге якутского спорта. Завершив карьеру в качестве спортсмена, она не оставляет спорт. Анастасия Диадорова продолжит мотивировать своим примером юных спортсменов, а также популяризировать адаптивный спорт среди населения. За всю поддержку и любовь, которую вы мне дарили все эти 20 лет. Несмотря на поражение, на победы, вы всегда были рядом со мной. И я очень рада, что вы пришли и поддержали меня в этот важный, знаменательный момент для меня. Мне очень грустно и одновременно радостно за то, что труд, который проделала я, мой
людей. И в том числе благодаря